столице Башкортостана открылся детский центр онкологии и гематологии. О развитии медицины и в целом системы здравоохранения поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии. Это Марьяна Лысенко, главный врач Московской городской клинической больницы номер 52. Добрый день. Марьяна Анатольевна, здравствуйте. Я уже сказала о том, что у нас в столице Башкортостана открылся детский центр онкологии и гематологии. Я знаю, что вы уже успели там побывать. Вот, наверное, мой первый вопрос будет связан именно с этим медицинским учреждением. Как ваше впечатление? Вы знаете, сказать восторг блестящий, это ничего не сказать, потому что это на сегодняшний день одно из самых лучших учреждений этого профиля, и не только в Башкортостане, а просто в стране. Он организован и выполнен по самым современным канонам и подходам к оказанию онкологической помощи детям, с учетом гематологических проблем, с учетом пациентов с иммунодефицитом, абсолютно комфортные условия пребывания как детей, так и медицинского персонала. И все те технологии, которые там реализованы, позволяют на высочайшем уровне оказывать эту медицинскую помощь. Безусловно, учитывая, что заболевания сложные, и мамы детей, родственники эмоционально в эту историю вовлекаются, это тяжелое испытание для семьи, как правило. Там созданы хорошие условия для того, чтобы дети не находились одни вот в этот период болезни, плюс к этому абсолютно выстроена правильная система получения образования на больничные койки. То есть дети не чувствуют себя вырванными из жизни, кроме того, что им оказывается прекрасная медицинская помощь, высокотехнологичная медицинская помощь. Они живут в социуме, продолжают жить в своей семье, они получают образование, они имеют возможность проводить свое детство так, как будто они здоровы. И мне кажется, что это тоже очень важный аспект, который иногда, к сожалению, медицина сбрасывает со счетов. Вот в таких случаях, когда детские заболевания, когда сложные заболевания, это повод для того, чтобы обратиться за рубеж, в разные клиники. Вот как сейчас этим обстоят дела, как вы думаете? Вы знаете, мне кажется, что это такая история, которая уже уходит в прошлое. На каком-то этапе нашего развития возникла, наверное, у людей такая возможность, в первую очередь, в меньшей степени необходимость, а именно возможность. Безусловно, возможность реализовывать свою право на медицинскую помощь человек выбирает сам. Страну, где ему будут оказывать эту медицинскую помощь, он тоже выбирает сам. Но если говорить об уровне оказания помощи, то на сегодняшний день в России абсолютно имеются все возможности для того, чтобы получить высокотехнологичную, компетентную помощь по всем направлениям. И не всегда только высокотехнологичную, а равноценную тому заболеванию, которое возникло. Условия оказания этой помощи вы видели, и мы говорим об этом сегодня, да, прекрасные. Поэтому есть огромная русская, российская великолепная школа медицины. Да. Очень часто на сегодня у нас уже есть такие примеры, сейчас немножко это изменилась ситуация в связи с санкциями и сложностями логистическими, но тем не менее еще пару лет назад мы видели пациентов, в том числе из Израиля и из Германии, это не наши соотечественники, это пациенты, которые получали там помощь по каким-то определенным профилям, они являлись гражданами этих стран, которые приезжали исправлять те ошибки, которые бывают в медицине, у всех медиков они бывают, но тем не менее они приезжали за российской помощью для того, чтобы решить самые сложные вопросы, возникшие в ходе лечения или осложнений такового. Поэтому на сегодняшний день такой необходимости просто нет. Да, есть желание, но желание надо, наверное, пробовать реализовывать. Это иногда полезный опыт. В регионах, и в частности в Башкортостане, уделяют огромное внимание медицине, здравоохранению. Вот в этом контексте высокотехнологичная помощь – это уже не редкость для регионов. И тем не менее задам этот вопрос: обязательно ли в таких случаях за высокотехнологичной помощью приезжать именно в Москву? Однозначно нет. Другой вопрос, что есть какие-то очень небольшие направления, которые не имеет смысла тиражировать, и это не значит, что они могут быть более развиты в Москве или в каком-то другом крупном городе. Иногда регионы являются донорами компетенции, да, придумывают какие-то прорывные технологические решения или медицинские решения, и у них это получается лучше, чем у других, и если это не имеет смысла к тому, чтобы распространять
распространять этот опыт, это небольшое количество пациентов, например, то вот за такими узкими вещами имеет смысл куда-то двигаться. Но в целом, если говорить о медицине, которая касается всех, то, безусловно, на сегодняшний день все регионы абсолютно спокойно оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. И как раз мы говорили с коллегами сейчас и в ходе других поездок о том, что вот эта концентрация высокотехнологичной помощи в федеральных, крупных, основных институтах по профилю потихоньку утрачивает свою целесообразность, потому что сегодня коллеги почти во всех стационарах могут выполнять эти вмешательства, могут выполнять эти методики и очень хотят этим заниматься, и у них это получается ничуть не хуже, а иногда даже, может быть, и лучше, чем у коллег. Мы с вами говорим о высокотехнологичной помощи, но иногда, зачастую, вот помощь нужна здесь и сейчас, да, вот, чтобы вот буквально рукой дотянуться. И я знаю, что вы побывали в наших фельдшерско-акушерских пунктах. Какое впечатление они оставили? Нужны ли они вообще в целом системе здравоохранения? Вы знаете, очень впечатлили ФАПы, в первую очередь тем, какие люди там работают. Во вторую очередь тем, насколько корректно устроены те новые современные здания, которые возводятся сейчас в селах, и у вас очень большое количество ФАПов, и это правильно, потому что медицинская помощь должна быть приближена к человеку. И любой человек, любой сельский житель должен мочь и компетентно получить эту помощь в любом месте, где он проживает. Другой вопрос, что ранее действительно фельдшерско-акушерские пункты представляли из себя, ну, так скажем, не медицинские учреждения, холодные, неотапливаемые, некорректно созданные, приспособленные места, где не хотелось трудиться людям. А сейчас все, и сама идеология этой помощи, и коллеги, которые ее оказывают, они являются сотрудниками крупных медицинских учреждений. Абсолютно четко все проблемы решаются, которые возникают у них на местах. У них есть уже возможность пользоваться искусственным интеллектом, у них есть возможность иметь доступ к информационным системам медицинским, у них есть возможность полноценного обслуживания пациентов, если эта ситуация не касается ургентных ситуаций. И, конечно, вот в таком режиме, да, и в поддержке коллег, в сохранении своего общего медицинского уровня интересно работать. И, конечно, там совершенно другая атмосфера. Там есть добросердечие, там есть медицинский профессионализм, и там есть встречная любовь всех тех людей, которым помогают фактически члены их семьи, которые являются фельдшерами и сотрудниками фельдшерско-акушерских пунктов, и это очень хорошо. Это и качественная медицина, приближенная к людям, да, и совершенно иная атмосфера и доверие. И это правильная история, которая на сегодня реализована самым корректным образом. Но на сегодня есть много методов лечения, это разные структуры, это высокотехнологичная помощь ФАПы, но при этом есть еще одна, как мне кажется, я бы выделила ее в отдельную структуру, которой все-таки не гнушаются россияне пользоваться. Это множество аптек, телепатическая медицина, чего только нет. И мне кажется, это такая область сейчас, к которой прибегают, наверное, каждый второй. Вот что вы скажете, как человек, который не первое десятилетие в медицине? Как вы оцените? Ну, смотрите, если брать приставку «теле», то сейчас есть телемедицина, и ей действительно можно и нужно пользоваться, и коллегам, которые занимаются врачеванием, и пациентам, и все эти практики развиваются, и действительно это удобно для пациентов. Что касается телепатии и иных практик, сложно оценить их медицинскую составляющую. Если человеку так жить комфортно с применением каких-то технологий, то это не имеет отношения к лечению, это не имеет отношения к болезни, это имеет отношение к его времяпрепровождению, увлечениям каким-то. Но ни в коем случае заболевания с помощью таких методик лечить не надо. Вообще тяга наших граждан к самолечению
традиционно высока, и мы, в общем, стараемся на всевозможных площадках говорить о том, что тактику лечения, методы лечения должен определять всегда врач, потому что только он понимает, имея должное образование, развиваясь в этом образовании всю свою жизнь, как правильно организовать этот процесс, что нужно делать, что делать не нужно. Сам человек, безусловно, может себе навредить, кроме того, запустить заболевание, потому что в надежде на какие-то нетрадиционные подходы очень часто теряется время, потом становится иногда поздно, даже когда традиционная медицина не может уже помочь. Поэтому постепенно нам всем вместе нужно какую-то культуру отношения к собственному здоровью взращивать, начиная от того, что вместо любой практики нетрадиционной лучше посетить диспансеризацию и узнать о состоянии собственного здоровья и вовремя принять меры, если есть какие-то отклонения, заканчивая тем, что если действительно возникло заболевание, то правильно обратиться за медицинской помощью к врачу. Как сейчас идет развитие лекарственной и медицинской промышленности вот в современной ситуации? Безусловно, мы столкнулись со сложностями, потому что на каком-то этапе нашего развития фармацевтическое производство и все возможности доступного обогащения нашего лекарственного обеспечения за счет импортных препаратов, да, сошло на нет в силу определенных причин. Но, как оказалось, в общем, наши ресурсы на сегодня достаточны, но впереди большой путь по поддержанию и сохранению лекарственного, фармацевтического, если хотите, суверенитета. И на это сейчас направлено огромное количество программ, которые контролирует правительство и лично президент, с тем, чтобы мы имели возможности полностью обеспечить наш фармацевтический рынок в соответствии с его потребностями на самом современном уровне. Потому что на сегодняшний день, да, 85% препаратов, входящие в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных средств, выпускаются в России, но, тем не менее, этим списком не ограничивается жизнь, нужны и сложные препараты, и таргетная терапия, и молекулярно-генетические препараты и так далее, все то, что составляет, может быть, не очень большую, но, тем не менее, очень ресурсозатратную сферу фармацевтической промышленности. И на сегодня, вот в прошлой своей поездке я была в Саранске, там есть прекрасный пример, как наша фармацевтическая промышленность развивается и действительно посещая это производство, вот, завод «Биохимик», компании «Промомед», это действительно прекрасный образец того, как будет выглядеть производство будущего, абсолютно вне зависимости от того, в какой стране мира производятся лекарственные препараты. И мне кажется, что постепенно мы вообще уйдем от понимания страны-изготовителя. Да, мы будем ориентироваться на критерии качества, которым соответствует или не соответствует фармацевтическое производство. Марьяна Анатольевна, а в целом как изменилась система здравоохранения в России, вот если говорить о нулевых и о 2024? Ну, я бы, знаете, сказала, может быть, не очень корректно, вот совсем изменилось, потому что, конечно, начало нулевых – это такая ресурсная, технологическая недостаточность, на этом фоне усталость медицинского сообщества от того, что чего-то всегда не хватает, старые стены, достаточно сложная ситуация с обеспеченностью теми аппаратами, которые используются, теми методиками, которые используются. Сейчас это совершенно технологичная медицина, это искусственный интеллект, это IT-технологии, это робототехника, это абсолютная доступность любым методам исследования, любым клинико-диагностическим возможностям, это новые стены. Говорю о них в последнюю очередь, хотя я понимаю, что для людей гораздо более эмоционально, действенно, да, посмотреть на красивое здание, но нужно понимать, что красивые, удобные, функциональные здания – это лишь место, где оказывается медицинская помощь. Ее всегда оказывают люди совместно с теми технологиями, которые на сегодня актуальны в лечении тех или иных болезней. И поэтому вот именно в такой последовательности, наверное, мы развиваемся, и постепенно стены везде поменяются, но главное, что их есть чем наполнять. И этот уровень, он сегодня крайне высокий, он абсолютно соответствует всем
современным стандартам, даже не сказать западным, да, потому что на самом деле сейчас нет стандартов, ассоциированных со страной. Я уже об этом говорила, когда мы говорили о фармации. Сейчас есть просто стандарты лечения тех или иных заболеваний или какие-то прорывные направления, по которым люди пришли к выводу, как помочь человеку в этой ситуации. Да, и вот мы сейчас абсолютно соответствуем тем вызовам, которые есть у медицины к нам, и имеем все возможности реализовывать свой профессиональный долг. Несмотря на то, что вы говорили об искусственном интеллекте в медицине, об IT-технологиях, вы все равно говорите о том, что есть прежде всего человек, люди, а это врачи. Вот как сейчас обстоит, может быть, кадровые вопросы в медицине? Изменилось ли отношение к врачам на сегодняшний день? Ну, вы знаете, конечно, пандемия очень изменила отношение к врачам. Очень эмоциональный такой момент нашей жизни, сложный, который мы блестяще прошли, и лучше многих. И, конечно, в это направление пришло очень много молодых людей. Почувствовав романтизм этой профессии, вызов, победы. Но, конечно, сейчас несколько накал угас. Все равно конкурсы в медицинские институты достаточно высоки, и приходит в профессию очень много людей, и есть очень много проектов, которые направлены на то, чтобы у нас не было дефицита кадрового. Это и медицинские классы в школах, и разговор о профессиях, и с молодых ногтей воспитание людей, которые придут потом в медицину, и это очень правильно, и вообще такой разворот на совместную подготовку кадров для учреждений определенных, он сейчас есть, и я надеюсь, что это будет развиваться, поэтому дефицита нет точно, вопрос в качестве обучения, в тому, как будут приходить люди в эту профессию, в осознанный выбор, и вот над этим надо сейчас работать. Еще одно, наверное, направление, которое я бы хотела обсудить, это государственная и частная медицина. Вот кому отдать предпочтение, как быть, как разобраться, где правда, где ложь, куда идти? Ну, вы знаете, я, наверное, скажу свое личное отношение к этому, потому что, на мой взгляд, у сугубо частной медицины нет большого будущего, потому что медицина всегда развивается при анализе большого количества данных. И вот потоки пациентов, да, с теми или иными заболеваниями, прогнозы, выводы, какие-то решения при обработке всей этой информации, они наступают там, где есть действительно большое количество пациентов того или иного профиля или многих профилей, когда есть большие мультидисциплинарные команды. Если говорить о частной медицине, то для частной медицины вот такой подход безумно дорог. Наверное, есть клиники или сети клинических центров, которые могут себе это позволить, но в части лишь только. Мне кажется, что в перспективе у нас симбиоз. Когда-то действительно крен в отношении частной медицины произошел, и в первую очередь произошел из-за нашей такой слабенькой антуражной части. Действительно, старые стены, некомфортно, плохие условия, не улыбающийся персонал, и вот эта сервисная составляющая, которые не столько влияют на результат, но влияют очень на эмоциональное восприятие этого результата, и повлиял на то, что произошел отток, потому что на том этапе государство себе в меньшей степени могло позволить работать над этой составляющей нашей помощи, а частники смогли выстроить этот процесс в хрустале и мраморе, улыбающемся выложенном персонале. Но сейчас перелом идет в другую сторону. И существенный отток кадров из коммерции, и, соответственно, с потоком пациентов, уменьшающимся потоком пациентов падает квалификация врачей, они возвращаются в государственный сектор для того, чтобы эту квалификацию не терять. Поэтому мне кажется, что, наверное, будущее все-таки в симбиозе. Возможно, в каких-то вариантах государственно-частного партнерства. В медицину должны вкладываться люди. И это очень могут быть интересные проекты или в какие-то направления в медицине. Но вот абсолютно чисто коммерческая медицина, я в нее, честно говоря, не верю. Ну вот вы уже сказали о том, что все-таки ожидает, может быть, симбиоз именно государственной и частной медицины. Но если говорить в целом о системе здравоохранения, что ждет ее в будущем? Может быть, какие-то изменения? Какие?
Много изменений ждет здравоохранение в будущем, потому что медицина всегда развивается. Нет момента в медицине, не бывает и не может быть момента, когда поставлена точка, все решено, все преодолено, есть ответы на все вопросы, есть все технологии. Такого не может быть и не будет никогда. Безусловно, есть новые вызовы, новые решения, новые технологии. Сейчас очень модно обсуждать искусственный интеллект, робототехнику, все, что представляет такой современный взгляд на жизнь, в принципе, и на медицину, в частности. Поэтому, конечно, будущее за генетикой, будущее за молекулярными технологиями, будущее за искусственным интеллектом. Но все это в совокупности будет все равно зависеть от уровня образования врача, от решения врача, от клинической эрудиции врача. И все равно всегда в центре медицины будет врач. Марина Анатольевна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, ответили на наши вопросы, пообщались. Я надеюсь, Башкортостан оставит у вас приятные впечатления. Спасибо вам большое. Спасибо. Напомню, это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.